Здравствуйте, дорогие друзья, гости моего канала. Здравствуйте, дорогие девы. Сегодня мы сделаем прогноз на неделю с 26 декабря по 1 января. Мы посмотрим события в этот промежуток времени для вас. Напоминаю также о том, что это все-таки общий прогноз, не воспринимайте все буквально. Помните, что ваша судьба только в ваших руках. Ставьте лайки для обмена энергиями. И спасибо вам за эти лайки, за просмотры, за добрые слова, поддержку. И также, если я в данных прогнозах не замечу какого-то совпадения карты, конечно же, пишите мне в комментариях. Я обязательно отвечу, что может обозначать данное совпадение. Итак, девы, с 26 декабря по 1 января. Ваши события. Так, пока что 5, 6. Так, чуть подвину ближе, а то очень уж разбежалась. Так, дальше. Есть первое событие в понедельник. У нас может быть какое-то застолье, приглашение с каким-то застольем. Кстати, это может быть просто угощение. Может быть, человек не принимает алкоголь, да, это может быть просто вот вас кто-то чем-то угостил. Лично у меня проигрывалось, что меня вот угостили кофе там с пироженкой. Так. Ну, а для кого-то это может быть празднование. Так, смотрите. И какое-то есть нерешенное дело. Чего это касается у нас? Нерешенное дело. Дева. Касаемо чего? Касаемо работы или какого-то вашего хобби. Может быть, придется, кстати, вот или проверки какие-то будут, или придется что-то решать в государственных учреждениях. Или при помощи какого-то влиятельного человека. При помощи должностного лица какого-то. Дальше смотрим. Есть змея. Змея у нас говорит о каком-то обмане, о коварстве, о враге рядом с вами. Очень часто это показывает женщин. Так. Либо вот нерешенное дело. Ну, посмотрим дальше. Сейчас пока не могу смотреть, может быть, дальше. Что за женщина? Давайте-ка, что от нее ожидать? Это может быть, кстати, начальница, это может быть какой-то специалист. Может быть, вы будете нуждаться в помощи такого человека. Это может быть еще связано со здоровьем, кстати. То есть эта змея у нас, кстати, тоже показывает медицину. Поэтому это употребление алкогольных напитков. И женщин показывает. Это может быть свекровь, теща, любовница, жена, кто угодно. Так. Ну, смотрите, она вам чем-то поможет. Она проявит к вам какое-то благородство, будет с ее стороны. Да, это человек, который, это должностное лицо. Это человек, должностной или начальница. Это человек, который вам поможет в решении вашей проблемы. Так. Смотрим. Смотрим еще. Так, и давайте-ка будем смотреть, что у нас еще тут совпадает.
Так, здесь. А здесь у нас еще есть исполнение желания. Все-таки, да, удачно все разрешается, какая-то проблема. Кстати, она может быть связана с детками, с ребенком, может быть, с рождением ребенка. Может быть, это вот и медработник, кстати. Для кого-то это так проиграется. Так, дальше. Мгм. Есть еще у нас кольцо объединения, да? Тайное свидание или какое-то... Смотрите, здесь для кого-то это тайное свидание, для кого-то это объединение, либо договор, либо получение какого-то предложения от кого-то, да, может быть обручение, или может быть для кого-то это могут быть свадьбы, или ну, вот заключение какого-то союза, договора по поводу, может быть, какого-то нерешенного этого дела. Или союз с женщиной, или договорились о чем-то вот с какой-то женщиной, да? Так, а что это у нас за союз? Давайте-ка посмотрим. Союз, о чем это? Союз с женщиной, вот она тут у нас и выпала. Что-то касаемо какой-то новости по поводу каких-то дел или по поводу недвижимости, или по поводу того, что вот радостная новость для дома. Вот какая-то такое, может быть, радостное событие для дома, для семьи. Так, и здесь, да? Так, и посмотрим еще. Так, ну тут у нас или детки, или все, что касаемо семейной жизни. Так, и здесь. Ну, смотрите, я пока что ничего больше не наблюдаю. Давайте-ка подытожим, что у нас в итоге получается. То есть у нас может быть какое-то застолье, какое-то угощение. Вполне возможно по поводу исполнения какого-то вашего желания. У кого-то это может быть рождение, у кого-то это может быть беременность, то есть долгожданное зачатие. У кого-то это может быть связано с рождением деток, рождением детей. У кого-то связано с днем рождения ребенка. Так, у кого-то это может быть просто вот вы будете отмечать какое-то застолье, может быть, или отмечать что-то касаемо, ну, какое-то событие касаемо ваших деток. Ну, вот что-то будет хорошее, какое-то исполнение желания. Так, будет какое-то нерешенное дело у вас, и вы его благополучно будете разрешать. Вполне возможно, с помощью какой-то женщины. Это будет какой-то, может быть, для кого-то это медработник, для кого-то это женщина, которая благосклонно к вам относится, которая вам поможет в данный момент. Есть еще обратить внимание на здоровье. Все-таки медицина змея может показывать. Для некоторых это может быть препятствие. Вот эта женщина для некоторых может проиграться как человек, который рядом с вами. Кстати, это может быть и жена, кстати, потому что у нас здесь выпало кольцо. Кольцо может говорить о человеке, который уже рядом с вами, женщина, или, допустим, если в бизнесе, то это такой мужчина, допустим, мужчина или женщина, которая
которая попытается все-таки каким-то образом помочь вам. Достаточно мудрый и умный человек, который, м, который как бы это сказать, который, возможно, может разрабатывать какой-то стратегический план, стратегию, тактику какую-то вот по поводу решения какой-то проблемы. Может, вам придется с этим человеком как-то договариваться, может быть, какой-то союз с таким человеком. Кстати, для некоторых это может проигрываться как тайное свидание с некой женщиной тоже. То есть я вам называю варианты, какие могут быть, потому что вас много, а расклад один. И я не знаю ситуации каждого из вас, но я просто рассказываю возможные варианты. Так, потому что, ну вот иногда пишут в комментариях: "А вот у меня не проигрывается". Ребята, это общий прогноз. Он не может у всех одинаково проигрываться. Я рассказываю моменты, которые могут проиграться в данном раскладе. А вы уже смотрите, он может и не проиграться, он может по солнечному не проиграться. То есть, а вы смотрите по асценденту, возможно, там лучше проиграется. Вот у меня лично дочка, она говорит: "Ну, мама, у меня не проигрывается по весам, а проигрывается по стрельцам. У нее асцендент в стрельцах". Ну вот так вот. А иногда проигрывается и по весам. Так, ну вот такой прогноз для вас. Всем спасибо за просмотры, лайки, комментарии. Всем пока-пока, до новых видео.